большая часть золотоордынского населения, сохраняя единство в течение многих веков под самоназванием Ногай, стала известна в истории под таковым общеупотребительным именем европейских и русских источников, начиная с XIII века, связанный с золотоордынским военно-политическим деятелем Бетлербеком Ногаем. Применялся для обозначения кочевой части населения Золотой Орды от Дуная до Прикаспия. То есть это не только имелось в виду, что вот именно западный улус Золотой Орды, так называемый улус Ногая, это имелось в виду, что все кочевники тюркского происхождения, и не только тюркского, в общем, кочевое население называлось Ногаями, то есть со временем. Тут будут споры, вообще ведутся споры, да, вот, от кого именно наш этноним взялся. То есть кто-то говорит, что вообще от Карунова, правителя Среднянского улуса. Ну, это уже второй вопрос. Кто-то вообще говорит, что сидняки, то есть от слова «ноган» монгольского, что означает зеленый, трава. Ну, это ближе к правде. Стоит отметить, что Ногаи в большей части известны мировой истории под экзонимами. Такими экзонимами можно назвать названия как бы тюменские татары, астраханские татары, крымские татары, ну, в зависимости от ареала. Ну, собственно, из самих мангитских нагаев, которых вот сейчас принято, что это только нагайцы, которые жили в Северном Прикаспии, их тоже назвали нагайские татары. В результате присоединения Крымского ханства к России в конце XVIII века, Кавказской войны XIX века и переселения большей части народа исторической родины в пределы Османской империи нанесли народу непоправимый удар, поставили его на грань полного исчезновения. Ногайский этнос оказался рассеянным по всему свету, в то время как на исторической родине осталась лишь ее малая часть. Территориальная чересполучница вызвала в жизни такие негативные процессы, как разрыв экономических связей, разрушение культурного, языкового и психологического единства народа. К сожалению, процессы дезинтеграции продолжались и наращивались и в советское время. Национальное государственное устройство СССР и РСФСР узаконило искусственное разобщение нагаев, начатое еще в Российской империи. Команда административная система по своему усмотрению паспортизировала нагаев. Нагаев, населяющих Кавказ, им присвоили искаженное название ногайцы. Тут я хочу сделать аналогию. У нас примерно ситуация похожа с адыгами. То есть, можете вот, на Кавказе, да, вот, 3 народа, например, официально. 4. Адыгейцы, черкесы, кабардинцы и шапсуги. Фактически это один народ, только один народ назвали искаженным самоназванием, то есть не адыги, а адыгейцы. Другой народ назвали именно экзонимом на название, как их назвали соседние народы. И 2 других народа, кабардинцы и шапсуги, это название их племен. То есть, ну, примерно это, если бы вот, к русским тоже так примерно. А можно вас попросить сюда пересесть? Я прошу прощения. Попросить сюда пересесть. Да. Да, кто там? Все. Батарейка. Что случилось? Странно. Мне пересесть? И вот, например, если сравнить, ну, например, древляне, поляне, то есть назвать часть народа полянами-древлянями, а другую часть назвать московитами и остальную часть русскими. Вот примерно такая ситуация. Вот такая ситуация и у нас. То есть население, которое кочевников от Дуная, от Карпатских гор до, можно сказать, Уральских гор до Нижнего Поволжья, его распределили. Фактически у нас, наше государство, это было не только Ногайская Орда, это было и Астраханское ханство, и Крымское ханство, и Большая Мамаева Орда, и
на Кавказе, вот, ну, говорят, что мы в 16 веке пришли, это совершенно не так. Объясню сейчас чуть позже. Тюменские нагайцы, Кремух, это вот соседи адыгов на территории Краснодарского края, тоже такое государственное образование было. За рубежом вот, тоже нагайских переселенцев, мухаджиров в Турции также записали крымскими татарами. Хотя переселенцы были в большинстве даже не из Крыма, а из причерноморских степей и Кавказа. Буджакских нагайцев в Румынии записали экзонимом румынские татары. Именно вот свою мысль хочу продолжить. То есть насчет вот крымских татар. До 1774 года, то есть нынешние крымские татары, это не те крымские татары, которые вот жили в Крымском ханстве до русско-турецкой войны, до присоединения Крымского ханства к России. То есть до 1774 года южный берег Крыма, то есть там Судак, ну, бывшие генуэзские крепости, они подчинялись непосредственно Османской империи. И там было именно турецкое население с языком, как бы агузским языком, вот как у турков, азербайджанцев. То есть это были переселенцы с Малой Азии. И они, когда присоединились к Крымскому ханству по договору 1774 года, они влились в это Крымское ханство. Буквально на 9 лет, потом уже присоединились к России. То есть сегодня крымские татары состоят из 3 субэтносов. После 1783 года основа населения Крымского ханства, это крымские наваи, они 90% ушли. Они ушли в Турцию, поэтому они стали сами меньшинством на полуострове. Большинством стали именно таты крымские. Это тоже потомки таких народов, как готы, это германское племя, которое туда переселилось еще во времена переселения народа великого. Аланы, черкесы, армяне, все они тюркизировались, взяли к себе тюркский язык, очень похожий на нагайский. И со временем, то есть крымский татарский язык 2 раза менялся литературно. Изначально разговаривали именно на нагайском языке. Затем был такой у них деятель Исмаил Гаспринский, он ввел именно диалект южнобережный, язык агузской группы. Потом опять поменялось, сейчас уже литературный язык на основе татского диалекта. Вот что мы имеем. То есть сегодня многие историки, чтобы понять историю Крымского ханства, нужно понять какое-то деление, кто там именно живет. Потому что сегодня думают, что Крымское ханство это отдельное государство. Насчет кубанских нагайцев, вот, собственно, помимо экзонима кубанские татары, которые вот в 16-18 веках применялся еще в документах русского государства, а также среди русского населения по отношению к кубанским нагайцам, или еще, как их назвали, Кубанская Орда, Козы и Хулус. Помимо этого, кубанские нагаи носили экзоним черкесы. То есть не только адыги носили этот экзоним, этот экзоним носили и абазины, и нагайцы. И древность и глубокую связь этнонима черкес с тюркскими народами подтверждают выдержки из трудов известных ученых Грота и Иловайского. В XIX веке кубанских нагайцев также продолжали называть черкесами. Это можно заметить в работах Василия Потта, в его работе «Кавказская война» в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. И Тарнау, воспоминания кавказского офицера, и в других его работах. Но на сегодняшнее время экзоним черкес закрепился именно за адыгскими народами. Приведем вот пример черкесов КЧР. Фактически они состоят из нескольких пластов. Большая часть – это хаджиретовские кабардинцы, которые пришли в начале 19 века с Кабарды, а также из пришедших с запада некоторого числа беслинейцев. Например,
только вот при переписи 1926 года, как бы вот при переписи вроде бы была Карачаево-Черкесская автономная область, но адыгское население именовало себя большая часть кабардинцев и другая часть беслинеевцами. И только потом уже в 1939 году они начали писаться именно черкесами. То есть изначально они именовались как бы другими народами, кабардинцами, беслинеевцами. И уже потом, когда уже просуществовало несколько десятилетий черкесская АО, они начали писаться черкесами, но численность не позволяла им. Была преграда в том, что в черкесской АО абазинов было больше, чем черкесов, и было трудно как бы создать вот Карачаево-Черкесское АО. Поэтому несколько сел с абазинским населением даже переписали в черкесы тоже, чтобы большинство стало именно, чтобы это было как бы легитимно, что, естественно, мы все титульные народы, ну, первые два народа самые многочисленные, как бы принято называть, и вот несколько аулов и у абазин тоже перешли, например, вот у нас есть абазинские села, Абазак, Саучедах, сейчас они уже черкесские, и люди знают про свое происхождение, но уже как бы привыкли, что они уже пишутся черкесами.